Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. В период новогодних праздников обеспечат бесперебойную работу объектов ЖКХ и энергетики. Сколько мобильных бригад привлекут? В селе Верхневилюйск сдали дом для переселенцев. 25 ключей от квартир сегодня выдали счастливым хозяевам новостройки. «Смотри, это Россия». Более 18 тысяч детей приняли участие в конкурсе. Сегодня подвели его итоги. В Якутии разработают концепцию бережливого управления для повышения эффективности работы в органах власти и на предприятиях. Такое поручение дал глава региона Сэн Николаев. Это позволит повысить эффективность рабочих процессов. Напомним, что при поддержке госкорпорации «Росатом» в организациях и ведомствах республики реализуют проект «Эффективный регион». Он направлен на повышение производительности труда за счет внедрения бережливых технологий и повышения качества предоставляемых услуг. При запуске проекта в следующем году особое внимание будет уделяться стратегически важным направлениям, по которым уже начата работа в текущем году. Среди них цифровизация северного завоза, развитие здоровой и бережливой личности в цикле детский сад, школа, вуз, работодатель. Росавиация объявила результаты отбора авиаперевозчиков по предоставлению субсидий из федерального бюджета в следующем году. Из аэропортов Якутии льготные билеты будут предоставлять 7 компаний. Это Якутия, Алроса, Аэрофлот, Сибирь, Ир-Аэро, Редвингс, Уральские авиалинии по 38 маршрутам. Социальные тарифы сохраняются на уровне прошлого года, отметили в Минтрансе республики. Кроме того, с сегодняшнего дня открыты продажи и на внутрирегиональные рейсы на полеты с 3 января. По выгодной цене можно улететь в Белую гору, Батагай, Чукурдак, Депутатский, Жиганск, Среднеколымск, Черский, Оленек, Соскалах, Тикси, Зырянку, Сакырыр и в поселок Усть-Куйга. Из федерального бюджета субсидируются авиаперелеты для всех категорий, возрастных категорий жителей, проживающих на Дальнем Востоке. Это Москва, по маршруту Москва-Санкт-Петербург из наших городов, из Якутска, Мирного, Полярного, Нерюнгри. Также 29 декабря наши региональные авиакомпании начинают продажу субсидированных билетов внутри республики, так называемые межулусные рейсы для арктических улусов нашей республики, где цена билета субсидированного билета будет снижена ровно наполовину. В период новогодних праздников для обеспечения бесперебойной работы объектов ЖКХ и энергетики республики привлекут 348 мобильных бригад. С 30 декабря по 10 января более 1500 человек переходят на повышенный режим готовности. Они будут обеспечивать устойчивое функционирование объектов топливно-энергетического комплекса, коммунальных предприятий и энергетики. Об этом сегодня сообщил министр ЖКХ и энергетики республики Вячеслав Емельянов. По его словам, также в период новогодних выходных установлен режим технической тишины, то есть плановые работы находятся под запретом. На сегодняшний день все предприятия ЖКХ и энергетики обеспечены достаточным количеством топлива для безаварийного прохождения новогодних и рождественских праздников. Приняты дополнительные меры по усилению пожарной и антитеррористической безопасности. Проводятся мероприятия по пожарному минимуму, проверка исправности средств обнаружения системы оповещения людей о нештатных ситуациях, телефонной и радиосвязи в ведомственных объектах тепло-, водо- и электроснабжения. Проводятся мероприятия по проверке резервных источников питания. Объекты теплоснабжения, электроснабжения обеспечены неснижаемым запасом топлива. Прохождение новогодних и рождественских праздников находится на особом и постоянном контроле у министерства. Нюрбинское автотранспортное предприятие расширяет свою материально-техническую базу. Глава района Алексей Иннокентьев вручил предприятию ключи от 2 новых автобусов. Техника приобретена за счет районного бюджета. Автобусы будут курсировать по новым маршрутам. Благодаря обновлению автопарка в Нюрбе появятся дополнительные маршруты, которые охватят отдаленные микрорайоны города. Автобусы были выделены в рамках муниципальной программы развития автотранспортного комплекса. Автобусы новые, они более экономичные, более безопасные, более удобные для населения с низкой посадкой. Они будут курсировать по маршрутам Бакджаля, Западный, по улице Комсомольская. В настоящее время они сейчас
прошли полную техническую диагностику, полную документацию, все на себя, на постановку на учет произвели. И сейчас вот с Нового года они будут курсировать. В селе Верхневилюйск сдали дом для переселенцев. 25 ключей от квартир сегодня выдали счастливым хозяевам новостройки. Дом построило общество с ограниченной ответственностью «Строймонтаж-комплект». Сделали все качественно и вовремя. Тепло, свет, газ, водоснабжение. Дом полностью готов к заселению. В будущем планируется построить еще 4 таких же многоквартирных дома для переселения граждан из ветхого жилья. Стройка пошла очень быстро. Мы каждый день смотрели. Вот с этим внуком на фотографию снимали, очень интересовались и дождались. И оказалось, что у меня квартира большая, самая получилась. Все соседи знакомые, и вот теперь вот такая хорошая квартира получилась и хорошие условия. Это я переживал, что у нас будет маленький, но хорошо, что у нас попалось огромный. Да. Дополнительный объем продуктов доставили в поселок Черский Нижнеколымского района в преддверии новогодних праздников. Якутоптторг доставил 2 тонны фруктов, 1,5 тонны молочной продукции и яйца. Товар уже реализуется населению. Внеплановый дополнительный рейс по маршруту Якутск-аэропорт Кипервеем с дальнейшей доставкой наземным транспортом до поселка Черский совершен из-за закрытия на реконструкцию местного аэропорта. Ранее компания «Якутоптторг» доставила авиарейсами в поселок весь плановый объем грузов на текущий год. Это 22,5 тонны. Более 18 тысяч детей из 85 субъектов страны приняли участие в конкурсе «Смотри, это Россия». Почти 4 тысячи из них участники из Якутии. Всего наш регион представили 699 команд. Школьники демонстрировали видеоролики, посвященные родной республике и краеведению. Многие из них так серьезно подошли к заданию, что для съемок арендовали национальные костюмы и даже оленей. Сегодня победителям вручили награды и подарки от партнеров. В Доме правительства провели торжественную церемонию чествования участников. Дети, в свою очередь, признаются, конкуренция была серьезная, и все конкурсанты оказались очень сильными соперниками. Большую часть нашей подготовки занял выбор самой темы, на которой мы будем снимать видео, потому что нужно было рассчитать свои силы. Наша тема – легенда о лунной девочке. У нас были довольно сильные соперники. Перед тем, как все-таки приступить к подготовке, мы предварительно посмотрели работу других команд. Вот. Мы были очень удивлены такой конкуренции. Мы, когда начинали этот конкурс в прошлом году, да, мы решили, что наша республика Саха-Якутия обязательно будет иметь все те номинации, которые идут по всем нашим регионам. То есть, если Российская Федерация имеет, например, среди 85 регионов отдельные номинации, то для республики Саха-Якутия мы учредили еще тоже свои номинации. И победители у нас тоже есть, именно по части Якутии. Получается, что у нас есть и победители, которые получили грандиозные призы. Там у нас призовой фонд был очень большой. В Спасском сквере города Алекминска установлена снежная фигура тигрицы с тигренком. Она ласково облизывает своего малыша. Напомним, 2022 год объявлен в нашей республике годом матери. Продолжит Елена Фаст. К Новому году город Алекминск похорошил, улицы засверкали огоньками. Зима припорошила деревья пушистым снежком. Тут и там расположились будущие хозяева наступающего года – полосатые красавцы-тигры. У каждой фигуры своя история, свой мастер. Один из них – Василий Грязнухин. Фигурами из снега занимается с 2013 года. Ну, заказчик, например, заказывает мне картинку. Я смотрю, глаза боятся, конечно, руки делает. Ну, вот выходит как бы. Сама выходит, короче. Все-таки вот само выражение мордяшек. Я вот сомневаюсь, что он делает картинку, где есть выражение мордяшек у животных. Меня просто поразило, что действительно там он грозный. А у фотографии он вообще другой. То есть это тигр, наверное, ребенок какой-то, что ли. Вот это как? Не могу сказать. Просто заказчик дает картинку такого. Ну, немножко от себя добавляю. То есть вот режет, и она начинает улыбаться? Нет, ну, например, дали мне картинку, ну, как бы Грозного, вот, например, здание Диаманта. Ну, сделал доброе лицо. Как-то так.
Традиционно в городе объявлен конкурс на украшение территорий. В этом году для мастеров выделили целый сквер. Ежегодно проводится конкурс на лучшую прилегающую территорию. То есть это либо снежно-ледовая фигура, либо освещение праздничное. Также первый год у нас конкурс на лучшую новогоднюю фигуру. Конкурс называется «Новогодняя фантазия». Проводится данный конкурс на территории нашего нового Спасского сквера. То есть все участники строят свои либо ледовые, либо снежные фигуры на данном сквере. У Николая Миронова тигруля озорной наверняка будет любимцем малышей. У него фигуры из снега и льда. Первый опыт. Это символ года, я решил для детишек сделать. По-моему, для детей это будет ближе. Диснеевский персонаж. Мне показалось, что это будет им ближе, они все будут узнавать. Мельница, она крутится? Да. То есть Ждем ветра. То есть она вообще должна крутиться? Должна. В сквере Василий сумел отразить не просто символ года, но и идею наступающего года – Год матери. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Ленск тоже горит огнями и сверкает. В преддверии новогодних праздников предприятия и организации города постарались как можно красочнее украсить фасады своих зданий и, конечно, холлы внутри. На первом месте среди завораживающих новогодних декораций Дворец культуры «Юность». Его сотрудники ежегодно устанавливают креативные инсталляции как внутри, так и снаружи. Приближаясь к зданию ДК, попадаешь в сказку. Не менее привлекательная картина открывается глазу линчан и на главной площади, и вблизи нее. Центр досуга и народного творчества сияет иллюминацией. Возле него можно провести фотосессию в имитированном тронном зале Снежной королевы, прокатиться на санках со светодиодной скульптурой снеговика. Не отстают и образовательные учреждения. Детский сад «Звездочка» каждый год удивляет жителей Ленска снежными и ледовыми композициями по сюжетам сказок. В этом году, в ноябре месяце, 26 ноября, нам исполнилось, детскому саду «Звездочка» исполнилось 50 лет. В честь юбилея мы выписали вот эту инсталляцию, которая бы светилась, радовала всех. Мы стараемся все, и весь наш коллектив, и все наши родители принимают активное участие. В этом году мы оформляли по теме «Снеговик». В каждой группе, в приемных, коридорах, в зале и кругом снеговики разного вида. Да? На улице мы в этом году не оформляли, другое у нас инсталляция сегодня появилась, у нас, значит, другое оформление. Приятно, конечно, дети ждут, родители видят красоту, и нам самим приятно это. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.